Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. К сезону готовы. Состоялась рабочая поездка министра туризма Теймураза Хишба в Пицунду и Гагру. Учеба через любовь. В Гагре открылся филиал Центра языкового погружения «Адзых». В Министерстве обороны подвели итоги подготовки войск за май. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, мероприятие проводилось под руководством министра Владимира Анова с участием его заместителей, начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений. Были рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках. С учетом стоящих перед вооруженными силами задач, министр обороны определил основные мероприятия в работе органов военного управления по подготовке войск, поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Особое внимание Анва уделил воинским частям постоянной готовности, их способности к немедленным действиям. Министр туризма Теймураз Хишба проверил готовность города Пицунда к летнему туристическому сезону. В администрации Пицунды в пятницу 2 июня прошла рабочая встреча министра с главой администрации города Русланом Хунцарием. Во встрече участвовали заместители министра туризма Дмитрий Зантария и Астамур Барцец, а также директор объединения пансионатов «Курорт Пицунда» Фрикан Гунба. Также Теймураз Хишба совершил инспекционную поездку в Гагру. Все детали у Сарьи Кварацхелья. Пицунда – один из основных курортов Абхазии. Здесь совмещается красота суровых горных вершин с гладью морского необъятного пространства. Пицунда объединяет в себе исторически значимые места с современными гостиничными комплексами и предлагает комфортный отдых и множество развлечений. Несмотря на то, что город сам по себе небольшой, желающих посетить его достаточно много. Администрация и местные жители ежегодно усовершенствуют места отдыха, повышая уровень комфорта. Министр туризма Теймураз Хишба проверил готовность Пицунды к летнему туристическому сезону. Сегодня мы прибыли сюда, прежде всего, узнать, какие у вас есть проблемы. Возможно, мы чем-то можем помочь. На территории города Пицунды находится крупнейший туристический центр объединения курортов Пицунда. Это градообразующее предприятие. Специально пригласил сюда директора курорта. Может быть, мы на месте смогли бы решить те вопросы, которые вас волнуют. Вот, я думаю, у нас в этом смысле есть полное взаимопонимание. Ведутся работы по благоустройству города, чистка, уборка, проблемы, возникающие с коммуникациями, тоже и устраняются, в принципе. По водоканалу тоже вопросов нет. В принципе, мы готовы принять туристов. А по поводу койко-мест, да, к сожалению, в администрации города нет отдела по туризму. Мы город районного подчинения. И все у них сверки. Но по поводу водоканала хотел добавить. Мы в этом году заменили 2 вентиля по стоимости по 500 тысяч рублей. Это чтобы перекрывать, они были испорчены, с 67-го функционировали. Плюс еще проблема по городу, если не ошибаюсь, по Кипарисовой аллее. Они в очень тяжелом, худшем состоянии. Там проблемы еще такого характера, что где они проходят, в определенных местах уже гостиницы стоят, кафе. Этот вопрос тоже один из сложных на сегодняшний день по водоканалу. А весь водоканал, конечно, нуждается в реконструкции, охрана, освещение, камеры. Вопросов очень много. Ну, насколько сейчас мне известно, там ведутся работы, переговоры на будущее, комплексный план, чтобы отреставрировать. Теймураз Хишба оказал содействие в обустройстве на городском пляже спасательной станции, а заработную плату спасателям будут выплачивать из средств объединения пансионатов «Курорт Пицунда». Министр отметил, что необходимо периодически брать пробу морской воды, чтобы она не превышала допустимые нормы загрязнения, и это не отразилось на здоровье туристов. Вода в Пицунде чистейшая. СЭС следит за этим и регулярно берет ее пробы, сказал глава городской администрации. Теймураз Хишба обратил особое внимание на вопрос трудоустройства местного населения.
Я бы вот прямо хотел бы вам зачитать объявление. Я не буду называть организацию, которая ищет новых сотрудников, но тем не менее. На летний период требуется 2 сотрудника для работы в гостинице города Гага. Требования: возраст от 40 до 50 лет, русская, либо армянка. Пресекать такого рода объявления. Более того, хочу обратиться к предпринимателям. Не имеет значения, инвесторы они, или даже если они очень крупные инвесторы и много благих дел делают для республики, такого рода подход, он непозволителен. Это называется дискриминация. Должны приниматься все граждане Республики Абхазия, не в зависимости от нации. Но отдельно упоминать определенные национальные группы непозволительно. Это оскорбительно в адрес коренного этнического населения. В ходе совещания также был затронут вопрос работы торговых объектов. Теймураз Хишба с главой администрации проинспектировали некоторые из них. На Кипарисовой аллее администрация города демонтировала 36 старых объектов торговли, которые портили облик города. На Кипарисовой аллее также уложили новую тротуарную плитку. Предоставляем возможность строить по согласованию нашим архитекторам города новые уже строения, сборно-разборные. Новых более 10 уже построено. Еще будет более 20. Министр также осмотрел состояние городского пляжа. Здесь убирают пляж 2 раза в день – утром и вечером. Арендаторы убирают. Проблем с чисткой, уборкой нет. И пляж в каком идеальном состоянии, все чисто убрано, аккуратно. Готов к приему отдыхающих. Курортно-летний сезон. Теймураз Хишба совершил инспекционную поездку и в город Гагра. Министра встретили заместитель главы администрации Гагрского района Адам Урцишба и депутаты районного собрания. Теймураз Хишба посетил медицинский центр, Гагрскую больню-лечебницу, известную своими оздоровительными процедурами, сероводородными и грязевыми ваннами 60-х годов прошлого века. Больня-лечебница перестала работать в 2010 году, а в марте 2022 года после капитального ремонта медицинский центр вновь стал принимать пациентов. По словам главврача Валентины Верхотуровой, скважина с сероводородным источником в Гагре лучшая в мире с точки зрения лечебных свойств. В центре функционируют 42 сероводородные ванны, как и в советское время. 12 лет проставила лечебница, сейчас это просто роскошь, когда приезжают с России и говорят, что это за такая звезда, такая жемчужина в Абхазии. Это правда. Мы стоим на источнике, это сероводородный источник. Каждый источник это уникальный сероводородный. В нашем 29 показателей сероводорода, 5 единиц радона и 16 микроэлементов. Мы ни с кем не сравниваемся, но мы лучшие. Тогда, когда эта лечебница функционировала в полном объеме, она принимала огромное количество людей именно в зимний период. И для Это нас правда. очень важно Это ваша работа в зимний период. Это правда. Вне сезон для нас тоже очень актуален. В чем сейчас покажу, в чем наше преимущество. Это точно, потому что, во-первых, одномоментно 42 ванны, и они разного размера. Поэтому 30 минут мы работаем с 9 до 6, включая субботу и воскресенье. Здесь есть гидромассажные ванны, душ Шарко, хамам, бассейн и лечебные грязи. Медицинское оборудование закуплено в России. В больнолечебнице 35 сотрудников, из них 34 местные жители. После осмотра кабинета подводного вытяжения позвоночника министр предложил за счет Министерства туризма провести данную процедуру нуждающимся в ней пациентам Республиканского реабилитационного центра инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, располагающегося вблизи больнолечебницы. Сколько одна процедура стоит? 1200. Но в эту процедуру включено осмотр невролога. Вот Перед скажите, процедурой. сколько нужно процедур, чтобы 5-7, да. То есть Классический. получается 6 тысяч рублей на человека. Верно. Мы проведем оплату, чтобы все, кто сейчас живет в КПРЦ, прошли полный курс у вас. Министерство туризма оплату берет на себя. Надо посмотреть, нет ли противопоказаний. Ну, естественно. Главврач показала министру бассейн, который готовится к открытию в середине июня. Валентина Верхотурова рассказала, что в больнолечебнице могут принять 104 человека в час. Далее министр в сопровождении заместителя главы администрации Гагрского района Адама Урцишба осмотрели городской пляж. Хишба указал на то, что на пляже должна работать спасательная станция, а СЭС систематически брать пробы и проверять морскую воду. Курортный сезон начался, но купальный сезон откроется 15 числа. Данная спасательная будет работать вот с 15 числа. Мы нашли спасателя,
Также будет здесь медпункт, все будет функционировать. На центральном пляже уж точно. Значит, в Гагранском районе 507 мест размещения, более 26 тысяч койко-мест. Ту нагрузку, которую испытывает Гагранский район, во время летнего курортного сезона не испытывает ни один район в Абхазии. Это огромное количество мусора, бытового мусора, Конечно. отходов и так далее. И коммунальное хозяйство, конечно, работает на износ. да. Мы в преддверии летнего туристического сезона приобрели еще 4 автомобиля мусороуборочной техники, по району раздали. Его сейчас еще ожидаем одну. В плане укомплектованности именно вот мусорными машинами район на 80% укомплектован. Я думаю, что мы достойно проведем летний курортный сезон, мы к нему готовимся, готовились. Я думаю, что все будет хорошо. Хочу рекомендовать установить спасательные пункты, закупить жилеты, буи. Это очень важно. Мы знаем, что здесь работают отделение МЧС есть. В экстренных случаях они, естественно, выезжают на место, оказывают всевозможную помощь, но мы говорим прежде всего о предупреждении. Все службы должны работать в усиленном режиме, чтобы создать жителям и гостям района наиболее комфортные условия, подытожил Теймураз Хишба. Сария Кварцхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Сотрудники МЧС вторые сутки ведут поиски Бгеу Адгура Витальевича, 1997 года рождения. Как сообщает пресс-служба МЧС, накануне в Ритинском ущелье в районе слияния рек Бзыб и Гега был обнаружен автомобиль, вылетевший с проезжей части в русло реки. По предварительной версии, водителя от удара выбросило в реку. Поиски осложняются высоким уровнем воды и бурным течением из-за дождей в верховьях рек. В мае этого года при плане в 233,1 миллиона рублей сумма начислений таможенных платежей составила 270,2 миллионов рублей. План выполнен на 116%, сообщает Государственный таможенный комитет. По итогам 5 месяцев этого года таможенными органами начислено 1 миллиард 160,8 миллионов рублей. Это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 107,8 миллионов. Плановый показатель по таможенным платежам за 5 месяцев выполнен на 110%. Поступление налоговых платежей в бюджет за май текущего года составило 327,2 миллиона рублей при плане 287,5 миллионов. Выполнение плана 114%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. За 5 месяцев в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 1 миллиард 593 миллиона рублей при плане в 1 миллиард 201 миллион. Выполнение составило 133%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 124%. Это 303,3 миллиона рублей. Наивысший показатель выполнения плана по Гагрскому району – 205%. План не выполнен только по Ачимчирскому району. Здесь выполнение составляет 41%. Продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению деятельности по добыче криптовалюты. Сотрудниками территориальных подразделений МВД изъято 18 майнинг-аппаратов. Подробности в материале пресс-службы ведомства. В результате проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности по криптомайнингу сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно со Службой государственной безопасности и Департамента по техническому и энергетическому надзору в подсобном помещении домовладения по улице Лакоба в городе Гагра изъяли 7 майнинг-аппаратов, принадлежащих Клавишеву Данилу Владиславовичу. В городе Чимчира в домовладении Квирквелия Мираба Зурабовича, расположенном по улице Гулия, сотрудниками отдела внутренних дел по Чимчирскому району совместно с СГБ, представителями районной администрации, РУП Черноморэнерго и Госстандарт Абхазии обнаружено и изъято 11 аппаратов. Сотрудниками городских управлений и территориальных отделов внутренних дел проводятся систематические рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют на территории республики.
УГАИ МВД Абхазии информирует водителей об ограничении движения грузовых автотранспортных средств массой более 3,5 тонн на федеральной территории Сириус и федеральной трассе Джубга-Сочи. Ограничение действует с 6 утра до 24 часов с 6 по 10 июня в связи с проведением в Сочи заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. На легковые автомобили данное ограничение не распространяется. Обе пациентки, которым провели операции по замене коленных суставов в рамках практической части первого Абхазского медицинского форума, чувствуют себя хорошо и уже ходят. С Изабеллой Гвазавой и Джульеттой Пабба пообщался министр здравоохранения Эдуард Будба. Подробности в материале пресс-службы Минздрава. Изабелла Гвазава и сама с трудом верит, что ходить и жить обычной жизнью больше для нее не проблема. 6 лет женщина страдала от острой боли при имеющемся запущенном гонартрозе. В конец был изношен гиалиновый хрящ, обеспечивающий гладкое скольжение суставных поверхностей. Концевые участки костей грубо деформировались, нарушая функции сгибания и разгибания конечностей и вызывая интенсивный болевой синдром. Боли были очень сильные, можно так сказать, на протяжении, сколько, я не знаю, 5-6 лет. И препараты, и уколы в коленные суставы делали. Это уже последняя стадия. Уже все, пришло время, когда потребовалось проводить операцию по замене сустава. Да, хирургическое вмешательство. Вот, пользуясь случаем, я хочу сказать всем огромное спасибо. Да. Большое спасибо. Если бы не они, мне бы опять пришлось туда куда-то ехать. Вот. Хирургическое вмешательство было проведено в рамках практической части первого Абхазского медицинского форума. Доктора Антон Жаглин и Алексей Березин, хирурги из Москвы, прибыв для участия в конференции, параллельно провели 2 плановые операции пациентам из Абхазии. Второй пациенткой стала Джульетта Пабба, медсестра республиканской больницы. Был выраженный болевой синдром. Даже последний раз, когда мы созванивались, она, к сожалению, плакала в трубку, в телефон, да, и вот такая была ситуация. И о проблеме мы сообщили вам. И благодаря тому, что приехали ваши друзья из Российской Федерации, из клиник ФМБА, они, у пациентки были определенные сложности, она выезжать ей было тяжело в Российскую Федерацию, далее, чем из Абхазии она выехать не могла по семейным обстоятельствам. И вот это все было проведено для того, чтобы наша коллега, наша медсестричка, чтобы ей здесь на месте республиканской больницы помочь. И коллеги из Российской Федерации приехали, все здесь оперировали, сделали как надо. Все на высшем уровне. Пациентка сегодня уже больше месяца прошло, ходит, на 4-й этаж поднимается сама. Да, с порочкой. Уже перестала плакать, смеется. Вы не перегружайте ножку, потому что есть определенный этап реабилитации тоже. Гипернагрузку не давайте, слушайте врачей, и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо большое. Давайте, спасибо вам всем моим коллегам от души. Здоровья вам. Счастья, долгих лет жизни. За то, что вы меня поставили на ноги, это уже большой плюс. Сейчас пациентки проходят курс реабилитации. Они находятся под контролем заведующего отделением травматологии Республиканской больницы Астамура Иванба. В Абхазии учрежден фонд «Абхазское историческое общество». Его возглавил кандидат исторических наук Станислав Лакоба. Фонд учрежден с целью формирования общей исторической культуры, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти и объектов историко-культурного наследия и призван поддерживать научные исследования, популяризацию результатов деятельности ученых. В Абхазии появятся 3 новых профессиональных праздника. Проект закона о внесении изменений в закон о праздничных и памятных днях в Абхазии был рассмотрен на заседании парламентского комитета по обороне и национальной безопасности. И речь идет об установлении профессиональных праздников. 17 мая – День дипломатической службы, 10 июня – День работника статистики, 4 июля – День спасателя. Принято решение рекомендовать парламенту принять соответствующий законопроект на очередном заседании сессии.
Учите ребенка через любовь. Это главный принцип, которому придерживаются в Центре языкового погружения «Адзых». Ведь обучение абхазскому языку должно быть не в тягость. Именно поэтому выработанная методика и особое отношение к каждому воспитаннику показывают хорошие результаты. Тому подтверждение отзывы родителей и запросы. «Адзых» 2 года работает в Сухуми. Жители Гагры очень просили, чтобы центр открыли и в их городе. На подготовку к открытию понадобилось 3 месяца. И вот при поддержке сотовой компании «Аквафон» в минувшее воскресенье филиал Центра языкового погружения «Адзых» приступил к работе. Репортаж Асиды Малия. Центр языкового погружения «Адзых» – это непростая инициатива, которую удалось реализовать, а большой цельный организм, интеллектуально наполненный и органично слаженный. Работа центра выстроена на принципе любви к ребенку, а методика выработана такая, чтобы изучение абхазского языка было не в тягость. Директор центра Кама Квициния – сама многодетная мама. Личный опыт плюс работа над собой вкупе позволили создать постоянно развивающийся коллектив. Кама со своей командой доказывают, что учить абхазский тяжело – это всего лишь навязанный и ничем не оправданный миф. Уже 2,5 года языковой центр «Адзых» работает в городе Сухум. Мы обучаем детей абхазскому языку по новым методикам. Методика, которую мы используем в обучении, это методика языкового погружения и ее вариации в зависимости от возраста детей и формата групп. В течение того времени, что мы работаем в Сухуме, у нас уже много благодарных родителей, которые видят результаты обучения у своих детей. И долгое время мы получали запросы из Гагры от родителей. Нам писали в социальных сетях с просьбами: откройтесь, пожалуйста, у нас в Гагре. Когда стали поступать многочисленные запросы от жителей Гагры, об открытии филиала задумались всерьез. Ведь за этим стоит не только поиск помещения, его обустройство и так далее, а самое главное и важное – подготовка педагогов. По словам Камы Квициния, из 10 человек, прошедших подготовку, к работе приступят только 3. Именно они показали ответственное отношение и готовы работать с воспитанниками «Адзых». Но всего этого не было бы без финансовой поддержки компании «Аквафон», которая всецело поддержала проект. Когда к нам обратились с такой инициативой, мы, безусловно, поддержали данный проект. Такие страницы нашей истории дают нам повод и основания уверенно смотреть в наше будущее, так как это вклад в образование наших детей, в наше будущее, то есть в будущее нашей страны. Поэтому спасибо организаторам за возможность. Мы в дальнейшем будем готовы поддерживать подобные проекты. Отдельно стоит отметить и то, что в администрации Гагрского района идею запуска филиала центра тоже поддержали. На открытии присутствовала заместитель главы района Хана Гунбах, которая сказала о том, что ожидает положительных результатов. Гагра район Ахадара Асиепшико Апшгара Хымпада Адгалара Ахтует. Сгуя хоть сараяха, абызша, ацаразы, абызша, арчеразы, азара, азжилым хара атана, яйыз, ядызалыз, атачар хыпхязара ахмачим. Ариге окрасано хоть хускуянагой. Помещение, в котором будут заниматься дети, светлое, чистое, просторное, с выходом во дворик. Занятия будут проходить без финансовой нагрузки для центра, ведь его предоставил бизнесмен Дмитрий Сеченава. Более того, частично профинансировал покупку мебели для кабинетов. После знакомства с будущими учениками центра педагог провела небольшой урок с их мамами, как некое знакомство с методикой преподавания. Родители остались довольными и с нетерпением ждут, когда педагоги весело и креативно начнут работу с их детьми. Асида Малия, Сматгуния, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. В завершение выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 6 июня, на территории Абхазии до полудня дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 20 градусов. На этом информационный выпуск Камшик Шара подошел к концу. До свидания. Всего хорошего.